Весть о том, что группа Иванушки Интернешнл будет в нашем городе и даже даст один концерт, облетела город мгновенно. Верилось и не верилось, заключали пари и ждали, кто выиграет. И пусть рыдают проигравшие, Иванушки были у нас в гостях. Ждали долго, но надо отдать должное, терпеливо, и были вознаграждены. Иванушки настоящие, живые и здоровые, но подуставшие после концерта в Магнитке прибыли к нам и дали замечательный концерт с живым звуком. Несчастлива, несчастлива, а судьба связала крепко нас троих. Как же быть, запретить себе тебя любить? Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, твой чувственный, нежный гостой, и не будет жизни доброго пути. Часто быть с тобою рядом и не смей сказать о главном. Этого не пожелаешь и врагу. Конечно, встреча с кумиром – это подарок. А услышать его голос, суждения и советы – это подарок вдвойне. А потому слушайте и внимайте. Андрей Григорьев Аполлонов родился 26 июня 1970 года в славном городе Сочи. Готов говорить на самые разнообразные темы. Для него важен собеседник. В детстве мечтал сыграть в кино Тома Сойера, а сейчас видит себя в роли булгаковского Азазела. Женский идеал вселенский – Дева Мария. Но упаси вас Бог быть мисс Фурией из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания». Это антидевушка. Андрей своего рода дипломат в группе, утрясает конфликты и примиряет всех и вся. Пластичен, весел и общителен. Вот и на интервью с нами он вышел первым. До приезда в Башкирию вы знали, что существует такой город Сибай? Нет, не знали. Но дело в том, что на самом деле до начала наших гастролей мы очень многого не знали. Мы не знали действительно очень много городов, весей, стран. И вот теперь получилось так, что я могу смело сказать, что Россию, вообще СНГ, я знаю практически вдоль и поперек. Где мы только не были. И на Новой Земле,
и в районе Полярного круга, в Нарьян-Маре, и в городе Муравьенко, о котором, я уверен, вы никогда не слышали, я больше вряд ли когда-нибудь услышу. То есть география обширна нашей гастроли, и нам приятно приезжать в любой город, тем более, что вчера в Сибаеве был замечательный прием. Наша публика понравилась? Все в порядке. С публикой все в порядке. Люди умеют отдыхать и получать кайф от музыки. Андрей, скажи, пожалуйста, что вот вы узнали о нашей Башкирии? Мы узнали, что у вас здесь самый большой карьер. Чуть ли не самый большой карьер в Европе. Потом исправили, сказали, второй в мире. Вот мы сейчас сюда поедем посмотреть, как все это происходит. И, наверное, потом, поскольку погода потрясающая, это сегодня первый летний день моей жизни, в этом году. Все время как-то в Москве то штормит, то дождь, то есть еще весна толком не началась. Мы сегодня, может, еще позагорать поедем на ваше озеро, я не помню, как оно называется, но какое-то тоже, говорят, очень красивое. Короче говоря, как-то, знаете, как это, Иванушка-путешественник такой вот. Сегодня посмотрим на ваши достопримечательности природные. А язык нас случайно не учили? Может, какое-то слово скажете? Бешбармак. А попробовали? Беш 5. Да, мы сейчас покушали бешбармак. Замечательное блюдо. Просто вот замечательное. Начнем с того, что вообще хорошо, когда открываются клубы какие-то. Потому что, например, в той же Москве или там, в Санкт-Петербурге немеренное их количество. Вот я, честно говоря, потерялся, например, в Москве и не знаю, что выбрать и что предпочесть. И в связи с этим не хожу никуда, на самом деле. Поэтому, когда есть место, куда молодые люди могут прийти отдохнуть, потанцевать, это просто здорово уже. Я не могу оценивать его там, в качестве архитектурных там, или наворотов, потому что нет смысла. Потому что каждый делает то, что он как бы в состоянии сделать. Единственное, что мне как бы хочется пожелать, диджеев приглашать московских, модных каких-то работать в клубы. Это, во-первых, очень хорошая традиция. Во-вторых, это помогает молодежи как бы, быть на уровне с той же там, Европы или там, с Москвой. Это не стоит больших денег. Потому что диджеи, как бы, они не высоко оплачиваемые артисты. И если вот так вот на недельку приглашать какого-то диджея, который бы рулил бы и делал качественную музыку, это было бы здорово, это был бы прогресс вообще. Прогресс вообще. Вот это вот я вот как бы желаю вот директорам клуба. Где вам удобно выступать? Стадионы, клубы? Ну, наверное, мы зажрались немножко. Поэтому, конечно, дворец спорта это такая вот, это очень клево. Очень клево, потому что когда энергию из зала ты получаешь в количестве там, 6, 8 или 10 тысяч человек, это определенное ощущение. Но, опять же, вчера был такой концерт, что я чувствовал себя практически на стадионе по энергии, которая вот зашла от небольшого количества гостей нашего концерта. Поэтому, черт его знает, я не могу вам сказать. Я вообще люблю сцену. Мы все, на самом деле, я, Олег и Кирилл. Поэтому большой разницы нет. Главное, чтобы было настроение соответствующее. И главное, чтобы прием был хороший. На что мы пока не жалуемся. Вы приехали из Магнитогорска, выступили, буквально промежуток небольшой прошел и следующий концерт. Что дает вам восстановить силы за такой за короткий промежуток времени? Да вот это вот, я как бы не могу сказать что-то определенное, там, пейте молоко там, или там еще что-то. Да я затрудняюсь, скорее всего, все-таки молодые. Все-таки молодые, поэтому действительно восстанавливаемся просто поскольку здоровый как бы, организм и так далее. В следующее время мы увидим какие-то ваши новые песни, услышим, в смысле, или новые клипы? Да. Во-первых, вы уже вчера слышали «Тополиный пух» песню. Это практически сейчас вот премьерные дни, мы ее исполняем 3-й раз всего. На нее мы сняли и клип. Дней 10 назад мы были в Санкт-Петербурге, снимали клип с Гусевым. Олег Гусев, который снял нам «Тучи», собственно, и клип на песню «Где-то». Вот, мы как бы сделали то же самое, такую же интересную работу. Я думаю, что в июле, поскольку в песне поется «Тополиный пух, жара, июль», в июле этот клип и появится. И вот сейчас буквально несколько раз уже по телевизору показали клип на песню «Поверь, мне тоже очень жаль». «Поцелуй твою слезу вокруг света принесу». Очень милый, недорогой клип, но просто милый клип. Мне он очень нравится, и тем более, что мы работали с режиссером Женей Митрофановым.
который 2 года подряд на конкурсе поколения получал как лучший режиссер года. То есть 2 года он становился лучшим режиссером. И вот мы этим и воспользовались и сняли с ним вот эту работу. Очень интересно, если будет возможность, посмотреть. Скажите, уход Сёрина из группы, все-таки мы не можем это не спросить. Это святое место пусто не бывает или все-таки потеря ощутима? Святое место пусто не бывает, однозначно. Однозначно потеря неощутима, поскольку... Потому что это работа. Да, поскольку это работа. Вы до сих пор не женаты. Почему до сих пор не женат? Да я же говорю, у меня первая молодость. Или вторая, я уже запутался. Почему я не женат? Можно сказать, что здесь секс-символ играет какую-то роль подсознательно девчонок, когда не холостой певец, холостой артист, звезда. Да, наверное. Те, которые увлекают. Да, наверное, привлекает. И на самом деле вообще как бы эффект мальчиковых команд, он на этом построен, что пацаны холостые, там все отлично, там и вот у каждого есть шанс и так далее. Но на самом деле далеко не так. У каждого из нас своя жизнь, и каждый как бы делает то, что ему нравится, встречается, любит, расстается и так далее. То есть у меня уже там было 3 романа за время, вот за всего лишь там за 1,5 года, такие на самом деле серьезных. И было, и все, сейчас там как бы, то есть штампа в паспорте у меня нет. И вообще хорошее дело таким словом, как брак, не называют. Кирилл Андреев был рожден в Москве 6 апреля 1971 года. С тех пор находится в постоянном поиске. Его энергия требует деятельности. Пел всегда, даже тогда, когда занимался серьезным плаванием и модельным бизнесом. Но стремление к пению одержало верх. Идеалом женщины считают для себя американскую актрису Мишель Пфайффер и российскую кинозвезду Наталью Андрейченко. По натуре романтик и в любовь верит искренне. Нормальный, хороший город, с замечательными людьми, с добрыми. Я считаю, что не отличается ничем, потому что везде люди хорошие, кто приходит на наши концерты. Нет злых лиц. А вот поклонницы специально попросили узнать вот из первых рук ваши отношения с девушками из блестящих. Где-то промелькнула информация, что они ваши подружки. Только подружки. Только такие дружеские отношения. Да, пока подружки. Не, подружки, мы дружим, общаемся, по крайней мере, большая часть я. Потому что я созваниваемся, встречаемся, сидим там, кофе пьем, и все. Разговоры и эти за любовь.
Прости, разговоры эти, за любовь твою отдам все на свете. Они оба расскажут всякое, просто так и болтают все же. А ты ходишь за ним, ходишь послушная, повторяешь. Не был я никогда, не советовал здесь негоже. Я сегодня с ним встречаюсь вечером. Девчонка, девчонка, что темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. И прости разговоры эти. За любовь твою отдам все на свете. Девчонка, что темные ночи. Олег Яковлев – ровесник Кирилла и Андрея. В группе появился совсем недавно, вместо ушедшего из Иванушек Игоря Сорина. Они даже внешне похожи. Впрочем, самому Олегу это вряд ли нравится. Свое имя надо делать самому. Пока мы ехали в этот замечательный городок, тут очень красивый ландшафт, пейзаж, степи, все так очень, очень красивый. Городок очень добрый, уютный, приветливый, и публика ломовая. Действительно жила мира и счастья, может быть, даже не такого счастья абстрактного, а счастья, маленького счастья, маленького для каждого человека, для каждому человеку иметь рядом человека, любовь, мир, счастье, дружба, все, что хотите, благополучие. И Обещание Иванушек вернуться к нам по осени вызвало бурный восторг поклонников. Но впереди все лето, и смеем вас заверить, что скучать не придется. Благодаря руководству кинотеатра «Мир», именуемого ныне культурно-досуговым центром «Аркаим», и в частности его директору Владимиру Константиновичу Плотникову, у нас еще будут гости, самые-самые популярные. Можете быть уверены? Поздравляю вас с наступлением лета. И желаю вам, чтобы в вашем сердце лето вообще никогда не заканчивалось, чтобы всегда чувствовали себя молодыми, веселыми, подтянутыми и ни в чем себе не отказывали. Вот. Дорогие сибайцы, что вам пожелать, Господи, именно лично мне? Хорошей вам погоды, и будет возможность, сразу просто берите билеты и езжайте на море отдыхать. Вот. Тут-то моря нет, и в Москве моря нет. Вот. Я тоже сам по себе морской человек, и очень люблю вот эту стихию всю морскую. Вот. Но при нашей ненормальной работе я уже отпуск не получаю полгода, поэтому очень хочется поехать куда-нибудь. Здоровья вам, счастья, любви.